Қайырлы күн, құрметті коллегалар, қайырлы күн, құрметті қонақтар. Біз Татарстан Республикасы Дәулет Жырхан би ансамблінің Мирас мультимедиа программасынан бағышталған матбуғат конференциясын баштап жібереміз. Біздің бүгінгі қонақтар. Юрий Леонидович Жуков, Дәулет Жырхан би ансамблі директоры, Татарстанның отқазанған мәдениет қызметкері. Ойрат Ринатұлы Хамитов, Россияның отқазанған Татарстанның халық артисті, Татарстан Республикасы Дәулет Жырхан би ансамблінің сәнғат жетекшісі. Лейсан Рашид қызы Хамитова, Татарстанның халық артисткасы, педагог-репетитор, һәм Рауль Фатрахманулы Габдрахманов, Татарстан Республикасының халық артисты. Юрий Леонидович, первым слово передаю вам. А давайте мы вначале посмотрим наш видеоролик. Юрий Леонидович, подскажите, пожалуйста, об идее создания данного проекта и коротко, из чего он состоит, сколько блоков, на кого рассчитан, на какую аудиторию? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте мне начать сегодняшнюю конференцию. Но предварительно хочу сказать, что да, действительно, Государственный ансамбль песни и танца подал заявку. Мы стали грантополучателями президента Российской Федерации. Мы выиграли грант «Творческий коллектив Государственного ансамбля» в области создания проектов общенационального значения. То есть для нас это действительно высокая честь, что наша заявка прошла и была оценена высокой комиссией. И достаточно за такой непродолжительный срок мы стали осуществлять этот проект. В чем его суть, в чем его идея? Действительно познать, сохранить и передать. Вот три ключевые слова, которые для нас очень важны, на которых мы опирались, которые послужили девизом всему этому проекту. В заявке, предварительно, когда мы подавали, конечно, мы думали о мастер-классах и о том, как это все зафиксировать. И в предварительной истории мы должны были напечатать DVD-диски и распространить их. И так оно сейчас и есть. Мы напечатали 1000 DVD-дисков вот этого мастер-класса. Но дальше идея, она обросла, она стала более глубокой и философской, и мы вообще подошли к истории создания национальной татарской хореографии. И вот в нашем проекте мы постарались очень вкратце, но емко и с большой любовью и уважением рассказать то, как создавалась у нас с вами в Республике Татарстан, в ТАССР, национальная татарская хореография, профессиональная, народно-сценический танец. Откуда он пришел на профессиональную сцену, как он развивался, чем он жил и какой он сейчас в наше время. Поэтому мы обратились к истории, а история очень богатая, и хорошо, что она связана и с историей Государственного ансамбля песни и танца. В первом разделе, если вот прямо совсем детально, на нашем сайте Государственного ансамбля песни и танца мы создали отдельно специальную страницу, которая посвящена
нашему проекту. Назвали мы его «Мирас». Мы очень долго думали, но иного, более глубокого и философского понимания, чем мы занимались и что мы хотели сказать, мы не нашли. Это, конечно, «Мирас» – это наследие. 3 раздела посвящены. Это ход и движение, это азбука, о котором коллеги расскажут, с чего начинается вся история. Да? Это как нотные станы, как музыка, которая может записываться в нотах. 2 раздел посвящен танцу, сольному, массовому танцу, мужскому, женскому, игровому, лирическому. И 3 раздел мы посвятили «Мы татарам». Это огромному такому пласту творческому, памятуя о том, что этнографические группы татар, они очень богаты по своей природе и красоте, и мы не имели права эту тему тоже не затронуть. Следующий раздел этой страницы, конечно, посвящен мастерам. И мы собрали всех мастеров, которые участвовали в создании национальной хореографии, постарались очень вкратце о них рассказать. Имена их просто легенды. Но это просто вкратце 1-2 предложениями. Это Гай Хаджиевич Тагиров. Надо понимать, это первый человек, который в 1931 году по линии Совнаркома ТАССР отправился в те далекие районы Республики Татарстан, и он первый собирал фольклор татарский, настоящий, национальные танцы. Это первый человек. Будучи еще учась в музыкальном техникуме в 1926 году, он тогда уже увлекался этой историей. 1938 год – это открытие оперного театра, и он главный балетмейстер. Он очень много сделал в своей истории, в национальной истории. И если говорить о национальной татарской хореографии, откуда она пришла и родилась, это, конечно же, Государственный академический театр имени Галиаскара Камала. 2 человека, было очень много имен, но это Салих Сайдашев и Гай Тагиров. Вот они и были основоположниками оттуда, с театра, с танцевальных эпизодов. И первое, что они ставили, это «Голубую шаль» в 1929 году. Она уже шла на сцене Камаловского театра, но вот они именно и создавали эту танцевальную музыкальную историю, которая потом вылилась в самостоятельный жанр. И в 1937 году образовался Государственный ансамбль песни и танца. Конечно, это Файзи Адгамович Гаскаров, который пришел в коллектив в 1944 году и оставил колоссальное наследие для нас. Надо понимать, что за плечами и, кстати, Гай Хаджиевич Тагирова и Файзи Адгамовича Гаскарова был Большой театр и хореографическое училище. Это люди с очень высокой культурой. И Файзи Адгамовича приглашал Моисеев работать, и он там работал. Но вот в 1944 году оказался в Казани. Это уникальная личность, который дал коллективу не только образные, танцы по драматургии, но и уже на закате своей творческой деятельности он ставил целые постановки, которые мы сейчас, кстати, продолжаем ставить. Ахмед Закирович Калимулин тоже не могу не упомянуть. Это самый младший из 3 братьев, который стоял у истоков хореографии. Без образования, но колоссальный самородок. Колоссальный. В 1941 году по приказу Кабинета министров ТАССР республика готовилась к декаде, которая не состоялась в Москве. Вот при оперном театре была создана целая студия, и вот он, как репетитор, руководил юношеским составом. То есть это очень высокая честь готовиться к декаде ТАССР в Москве, и вот он был среди них педагогом, который должен был готовить все эти танцевальные номера. А дальше 2 уникальных репетитора, я тоже не могу их не сказать. Это Мансур Ахмедович Гатиатуллин, который в 1946 году пришел в ансамбль. И тоже за плечами Московское хореографическое училище. Уникальный человек. На него Файзи Адгамович ставил номера, он очень много лет танцевал. 60 лет его творческой деятельности было в разных ипостасиях. Конечно же, и артист, и солист, и репетитор, и балетмейстер. Он очень многое наследие оставил. Педагог, консультант, он до последнего был в ансамбле. Институт культуры, я уверен, ему благодарен колоссальными трудами его
это личность, которая взяла Мансур Ахмедович и передала будущим поколениям, и не одному поколению, а многим из нас, скажем так. Это наследие живет. Конечно, Фердинанд Мингазович Гимадиев, который тоже многие годы оставался репетитором до последнего, и солистом, конечно, и танцевал, и так далее. Он вложил в лепту, вот он эту эстафетную палочку от этих 3 метров, так сказать, взял и будущим поколениям передавал. А дальше, конечно, первый балетмейстер женщина Ралия Мухаммедхановна Гарипова, и она тоже представлена в этих мастер-классах. Она рассказывает свою историю, показывает свои интересные находки. А дальше Равиль Фатрахманович Габдрахманов, который здесь. История его уникальна. Просто человек, который был отобран из 300 детей в Ташкент, в училище, а это очень знаменитое училище ташкентское. Мы понимаем, что во время войны туда переехал Большой театр Санкт-Петербурга, какие педагоги там были. Просто сам уровень этой подготовки очень высок. И вот многие годы, 70, по-моему, 72-го года, да, по 98-й год, Равиль Фатрахманович был солистом государственного ансамбля песни и танца. Вот тот его опыт, конечно же, здесь, в этих мастер-классах и представлен. Айрат Ринатович, 16 лет, официально в государственном ансамбле песни и танца. В истории коллектива, наверное, не было таких людей, которые в столь раннем возрасте были официально устроены на работу, но и вот и до сих пор, так сказать, в строю и так далее, уже будучи художественным руководителем, а за плечами колоссальные богатство в плане хореографии национальной, это здорово. Лисан Равильевна, Лисан Рашидовна, конечно, из музыкальной и творческой семьи. Все мы прекрасно знаем и маму, и папу, и Розу Мустафину, и Рашид Шакуровича. Родилась из детства, танец просто ее, так сказать, оберегал и вел по жизни. За плечами Уфимское училище. Но, наверное, после училища Моисеева это второе училище в стране, которое готовит национальные кадры на самом высочайшем уровне. Вот эти мастера там представлены, о них сказано, краткие творческие биографии, представлены их постановки, которые есть. Ну и также на нашей страничке представлен архив и история государственного ансамбля и те танцевальные номера, которые действительно стали основой наших мастер-классов и которые есть. Страница живая, мы все это разместили на YouTube-канале специально, чтобы это никуда не ушло вот этими мастер-классами. Понимая, что время у нас сегодня клиповое мышление, мы разбили все эти мастер-классы по небольшим таким вот блокам. Очень долго сидели и думали, как это сделать, чтобы это не было скучно. Мы пролистали литературу, мы очень много беседовали, как это сделать так, чтобы вот в очень простой, доступной форме, без каких-то вот сложностей все это передать. Надеюсь, что у нас получилось. Дальше YouTube-канал будем развивать эту страничку. Вот эта история сегодня зажила. Мы около 12 часов сегодняшнего дня залили все это в YouTube-канал. Это более 1,5 часов хорошей съемки. Вот. 4К, это там, мне говорили специалисты, 50 кадров в секунду и так далее. Мы действительно старались это запечатлеть и оставить будущим поколениям. А дальше мы вот будем развиваться. Если вкратце, то вот спасибо. Спасибо. Давайте посмотрим еще один ролик перед тем, как передать слово следующему. Тебе, народ мой, грация дана. Твой первый в танце шаг, проверка тяготения, будто младенца, первое движение, шаг второй, как ноги в стремена, твой кивок, как робкое признание, поклон, знак уважения старику, прыжок, как будто конь на всем скаку, и руку в бок, как ожидание. Не ведая уныния и страха, снимая с плеч ярмо мирских забот, который раз, танцуя, мой народ, как феникс, возрождается из праха. Снег засыпает избы не спеша, парит над черной проруби пушинка, плетется тонко жизни паутинка, так в танце раскрывается.
Айрат Ринатович, сөз сізге әлігі проекттің осылы хақында біраз татаршада сөйлеп өтсеңіз еді, һәм менә 1000 DVD диск турында әйттегез, ул чыннан да бүгінгі көндә кирәкме? Кемнәр арасында тора тыла ул? Чөнки интернетта булган әйбер бит инде гадәттә бүгенге көндә бөтен кешегә дә инде әлеге мәгълүматны алу мөмкинлегенә ия булачак түгелме? Чыннан да бүгін бик шундый көн минем өчен. Менә тарихта беренче тапкыр без шундый диск чыгарабыз. Һәм инде үзебезнең татар хореографиясына багышланган бер конференция үткәрәбез. Ни демәктән, заманында Гайхаджи Тагиров китабы бар иде. Менә инде ничә еллар без аның буенча институтларда укытабыз, училищеларда бик күп кенә монда язмалары бар. Һәм инде кемдер белми, аның бит язмалары бик кызыклы. Менә карагыз әле. Менә моны кем булса да шифрдан чыгара аламы? Аны биючеләр генә белә. Монда кызлар да бар, монда егетләр дә бар, монда хәрәкәтләре дә бар. Шуңа күрә шул бик авыр аны аңлар өчен. Минем өчен ни каян барлыкка килде бу мирас программасы? Без күп кенә әйтеп киттем инде, ничә тапкыр гына без күп кенә гастрольләрдә Россия буйлап йөрибез. Һәм инде анда бушлай мастер-класслар биргән вакытны мин карыйм. Конкурсларда утырганда хәрәкәтләрне дөрес ясамыйлар, костюмнарны дөрес кимиләр, инде стилизацияга китәләр. Һәм инде менә утыргач сөйләшеп беттенез, әйдәгез менә шундый бер мирас программасын эшлик, һәм инде аңлатып, һәрбер хәрәкәтләрне ничек итеп эшләргә, нинди градуска күтәрергә, нинди аякны кайсы читенә басарга, ничек итеп хәрәкәтне матур итеп ясарга. Һәм инде монда профессионал коллективларга түгел, институтларга гына түгел, һәм инде үҗисән сәнгать яратучы халыклар, егетләр, кызларга менә бу үзебезнең бүләк булсын инде, һәм инде буындан буынга сакланып калып, һәм инде менә шул интернет шелтәрләрендә барлык милләтләр күрсеннәр. Инде безнең матур хәрәкәтләребез бар, һәм инде костюмнар турында сөйләп, үзебезнең аксакалларыбызны турында сөйләп, аларның тарихларын сөйләп, шул уңайдан килгән бу уй белән без бу проектны дискны чыгарабыз. Һәм инде Алла берсе без аны хор ягыннан да, вокал ягыннан да, һәм инде үзебезнең милли Алла берсе милли инструментларыбызны, һәм инде этник инструментларыбызны күрсәтеп, тагын да чыгарабыз дип исәпләп торабыз, Алла берсе. Минем әйтәсем килә, бик зур рәхмәтле мин Татмедиага. Ни демәктән безнең үзегез беләсез, теге без бит күптән түгел инде монда выставка үтте. Һәм инде шул үттергеч булды. Һәм инде менә без татарлар дигән биюбез белән бергә менә монда күрсәтеп, нинди татар бер булганда матур итеп хәрәкәтләрен, тагын әйтеп китәм, костюмнарын, киләрен, һәм инде бер булып яшәп, үзебезнең мул милләтебезне, мул тарихыбызны башка милләтләргә, дөнья күләмендә күрсәтергә тиеш. Шул уңайдан эшләнгән бу программа. Бик зур рәхмәт. Лейсан Рашидовна, подскажите, пожалуйста, вы как один из авторов этой программы, каждый национальный танец всегда вот он чем-то отличается. Допустим, кавказские танцы — это широта, гордость какая-то. А вот татарский танец, в чем основа лексики все-таки татарского танца? Вот если коротко собрать тезисно. Я хочу сказать, что существует определенная азбука хореографии. Это тот набор танцевальных элементов, который присущ любой этнографической группе. То есть это будут астраханские татары, пермские татары, сибирские татары. Есть определенный набор элементов. Он у всех одинаковый. Но, конечно же, имеет влияние еще и место расположения, то есть с кем ты соседствуешь, и, конечно же, влияние той культуры на территории, которой проживают наши татары, она влияет, и поэтому обретает вот это многокрасие, да? И когда мы это все сумели сложить, и, конечно же, и красота костюма, и влияние музыки, этнических инструментов других регионов, например. И наша задача, вот в большинстве своем, я уже объездила, наверное, всю Россию с мастер-классами, и для меня просто было действительно удивительно
когда люди приходят и говорят, а у вас нет дисков, у вас нет, вот чтобы мы могли вот на основе чего-то самого элементарного, то есть у них нет задачи сделать какой-то шедевральный технический номер, хотя бы элементарные вещи показать и объяснить, как это правильно, потому что они ездят из конкурса на конкурс, им делают замечания, а какие замечания и что, какие проблемы возникают, они определить не могут. И я думаю, что вот этот наш проект будет такой помощью нашим регионам прежде всего, потому что в Татарстане, да, у нас танцующая республика, и то очень много коллективов допускают ошибки в положении костюма, да, калфаклар, ничек бәйләнә кушаклар, ничек нинди костюм булырга тиеш, гафу итегез, күчтем икенчеләргә. Шуңа күрә Монда бик күп сәбәпләре бар. Ул һәрбер өлкәнең менә безнең Татарстанда йөргән вакытта да кайсы районнан ул Подгорный Үтәмеш Черемеш районында Үтәмеш дигән авыл бар. Анда Подгорный урыс киенә алар бийләр. Шулай ук Зинадульскийда Барынияда бийләр Албаба дигән авылда. Шуңа күрә аның һәрбер нинең үзенең нигәдер үзенчәлеге бар. Һәм инде менә шуларны саклап, матур итеп, тагын да сәхнәгә күтәрсәк, барлап бетресендә яшәргә күрсәтсәк, минем өчен иң бәхетле әйберләр ул. Һәм инде киләсе буын тарихсыз киләчәк була алмый. Менә монда бетресе тарихтан килгән и саклап калган. Без сакламасак, кем сакласын? Рахмат, Рауль Афенди. Мы вас тоже увидели в рамках этого проекта. Расскажите, пожалуйста, мужская лексика татарского танца все-таки, в чем ее отличие, в чем ее особенности? Микрофон на Кобза, пожалуйста. Ну, я хочу начать с того, что спасибо руководству госансамбля, нас, ветеранов, не забывают. Потому что я как танцор уже 27 лет на пенсии, но это нас приглашают, вот на мастер-класс пригласили. Я говорю, у вас в ансамбле молодые парни, они могут показать хорошо станцевать. Мы же уже не можем как молодые прыгать, скакать, поэтому у нас нет той самой силы, как у молодых. Но нас приглашают, мы вот стараемся, что знаем, то и говорим. Ну, нам, как танцы, вот, допустим, Мансур Ахмедович ставил танец «Жених», он все рассказывал, и мы вот стараемся передать этот танец уже молодым, рассказываем сюжет, более-менее объясняем подробнее, чтобы они не просто движение делали, а чтобы они понимали весь танец, смысл, в чем заключается смысл танца, саму изюминку танца, можно сказать. Вот. Потому что, когда я в Ташкенте учился, мы там узбекские танцы проходили, это дуэтный танец, классический танец, всякие танцы. Но татарского танца не было, были узбекские танцы. А вот когда я в ансамбль пришел, я по-настоящему видел, как танцуют татарские танцы. Потому что самодействие тоже танцевали, мы там, самые простые движения были. А в ансамбле, когда я в училище учился, к нам ансамбль приезжал в Ташкент, и, на концерт нас руководитель был Гай Хаджиевич, он пригласил нас, этих детей, на концерт. Мест не было, аншлаг в зале филармонии, нас посадили в оркестровую яму, мы сидим, смотрим. И они так танцевали технично. Я думал, мы же, самые простые элементарные движения учимся в училище. А тут все так сложно, думаю, как же мы будем танцевать? Я прям переживал, думал, это сложно для нас было, для студентов, учеников. Потом пришел в ансамбль, потихонечку втянулся. Татарские танцы, они, конечно, движения темпераментные, мелкие, мелковатые. В русском танце там все широта есть, раздолье есть, а в татарском все это мелко-мелко, бурмач, остров, как говорят. Поэтому отличает татарский танец от других танцев. Допустим, грузины, они темпераментно танцуют. Поэтому у каждого народа свой стиль танца. Менә Рауль Идрис әйтте ул. Менә уйлап карагыз әле, Оренбург шәле рәсеме бармы? Менә Оренбург шәле. Татар биюнең хәрәкәтләре дә хатын-кызларның менә шундый. Берсендән үрмәлеп, матур итеп, куллар белән, аяклар булай итеп җиреп, алар бөтенесе дә менә шундан килгән. Һәрбер хәрәкәтнең үзенең исеме бар. Кадак кагу. Ул бит эштән алынган. Анасын үкчәбаш, аннан чалыштыру дисем, бырмалап. Кичкенә дә менә карап торабыз бит инде без авылларда, сабан туйларында әбиләр ничек итеп бийләр. Ансамбль кебек булып искереп биемиләр бит алар. Тыпырдап кына, аннан соң безнең борынгы йөришебез дә бар.
алынға кажет жазған бұрынғы еріш деп ол міне қазір крашендарында да ол еріш бар. Енді аргазинский ход дейбіз. Аннан біздің бар ерішлер бек көп, әрбір өлкенің өзінің еріші бар. Диалект кебек. Міне қоя бармайық, көреміз концерт вақытларында келелер, көрсете қой вақыт айттым, ештегі вақыттығы ұшырашуда бір вақытны жаралып келгендер. Шулай айтып, мен қойым да, міне бұл харекетін әзірек көрсетігіздер, неше етіп үшілер. Етіп қаласында енді міне, өзінен өзі башқа келеді, биюда қойып бола. Равиль абай дұрыс айтты, міне çalıştыру деген бию замасында қойған емен. Çalıştыруның 4 виді бар. Міне шул движениеден өзінен өзі бию келіп шықты. Мен аны ұзақта болмады, бірақ 5 минут ішінде мен аны қойдым да. Кімге нешік келе, қой вақытны музыкадан аны бітелі қойғына түгіл, ол бітелі тамаша нешекті баны қаршы қабыл еті. Қоясын аны, әміне Рәне Мұхтанұлы біздің точно удариясы ракетадан кәбек. Бомбаны шалт етіп бәреді, шалт етіп мотор етіп бейі шығанын. Анын болған күнді, енді міне 30 жылдан көбірек или 40 жылға яқын біздің қазақ қыздары бейбіз бүтін дүнияға шәлләр білен. Ол бет татар халқының тынақлығын, моторлығын, ғұрылығын, қаминді нейінді міләйім екенін көрсетер шыл бейуді. Анды әйбірлер көп, қаминді міне шуны сақлап қалып бейнім үшін. Сақлап қалып қаминді жаңға буынға шәшмей, мату югалтмейша тапшырсак бек шабылыр. Рахмат, давайте перейдем, уважаемые коллеги, к вашим вопросам Татаринформ. Ғаділ Ахмаджанов, Татаринформ, қайырлы күннер. Мына мен сіз ютубқа қойылады кеш кіріп қарадым. Онда рус тілінде ғана ялғышмасам. Барысында татарша болашақ. Давайте отвечу, да, я понимаю. Там есть и татарская версия, и русская версия, и диск есть на DVD. Хотя в первоначальной версии у нас не стояла задача грант федеральный, я имею в виду такое, но мы выпустили двуязычие, есть и там, оно есть. Басасың, бір кнопкасы бар шуда басқач, татар тілінде, татаршаға тәржіме Там етті. есть Екі тілінде де. переход, да, там есть этот переход. Міне, мұнда бет енді көбісінше бию турында бет енді тарихы, бүгінгісі турында еме. Біздің бет жыр һәм бию ансамблі. Жыр бойынша да шушындай проект ниетлемейсіз ме? Алдан айтып кеткен жыр, һәм енді милли біздің музыкаль инструментларыбыз, һәм этник музыкаль инструмент бойынша, андай программа бойынша барашақпыз. Ну вот, да, и Айрат Ринатович говорил в этой речи, я тоже добавлю, двумя партнерами нашего проекта выступили Фонд развития культуры при президенте Республики Татарстан и Всемирный конгресс татар. Мы благодарим наших коллег, ну, конечно, наше министерство, которое, кстати, иногда вот, я правда скажу, не финансы важны, не деньги важны, а вот рядом участие вот этих двух организаций, нашего учредителя, придает просто силу, уверенности. И когда вот мы общаемся, мы тоже сверяем какие-то ориентиры. И вот эта вот помощь административная, информационная, она очень важна. А теперь по поводу народной песни, да, 85-летие государственного ансамбля на будущий год. И мы действительно хотим, и мы сейчас готовим материал, выпустить антологию, песенную антологию государственного ансамбля песни и танцы. Это колоссальный музыкальный материал, собранный тоже за десятилетия. Мы его ищем, находим в частных коллекциях, в пластинках и так далее, где когда-то это звучали. На самом деле, если послушать, это необыкновенная красота, это глубина, и это колоссальная философия. И песни, и мелодии, и звучание самого хора, как он и всегда был во все времена госансамбля. Спасибо. Еще вопросы, Рахмет? Біріншіден меня зреккіне смутило, как выкладываются видео в YouTube-то. Вот так вот. Ловите, деп. Порядок, наверное, должен быть какой-то. Вот здесь вот... Говорите. То есть прошло 2 часа, там уже много видео было выложено. Наверное, надо как-то упорядочить этот процесс. Как все это выкладывается. Либо там по неделям разделить как-то, там Сейчас 2 я видео скажу. в неделю. Да. Да, это не вопрос, это так, пожелание на пожалуйста, будущее. спасибо. И насчет целевой аудитории. Какая все-таки целевая аудитория? То есть это все-таки институты культуры,
все-таки это кружки, потому что не каждый туда залезет и будет смотреть. Почему? Дело в том, что мұнға келгенде біз бит әле ол дисциплинаны тараташатмыз. Соңа күрә Кімдерге таратасыз? біздің Россия бойынша төбәкләргә алар сорау буенча аларга кирәк бит ул. Менә Төбән якларына, Сибирь якларына, ну Россия, Россия буенча һәм инде чит төбәкләрдә ближний зарубеж, дальний зарубежный татарларга ул да олай бер кирәк. И я думаю, то, что оно будет востребовано не только в учебном заведении, а для любителей тоже. Для обыкновенного человека, который просто хочет иногда интересоваться татарской культурой, татарской танцами, татарской песней, я думаю, то, что это будет полезно знать, как информационно, что такое. Иногда не знают, я не буду скрывать, некоторые, даже молодежь сегодняшняя не знает, что такое государственный ансамбль песни и танца. А для них это будет интересно, потому что через вот какие-то движения, через историю я познаю государственный ансамбль песни и танца. Это тоже у нас как реклама, как пропаганда, как это очень важно. Ну и я еще замечу, не в части оправдания совершенно, а просто вот информация. Государственный ансамбль – это в любом случае концертная организация, и все цеха, все наши подразделения, мы все равно ориентированы на концерты, на участие, на гастроли, мы все там. И вдруг вот такой проект. И мы в любом случае вот ищем эти области, как бы около нас стоящие, творческие, чтобы повлиять на сегодняшнюю нашу аудиторию. И в самых разных... Вот сейчас мы нашли свое проявление там в мастер-классах. Ну а почему бы и нет? А вдруг кто-то посмотрит и так далее. Вот в самых разных проявлениях. Госансамбль должен перевоплотиться в интернет-пространстве ровно так же, как и мы на сцене стоим. Задача такая перед нами, максимальная. Мы должны быть в полном объеме представлены в этом интернет-ресурсе. А по поводу того, что вы сказали, выкладывается, действительно, я вот приоткрываю, никаких секретов совершенно нету. Сейчас вот мы буквально в ночь мы заканчиваем эту историю, мы должны, так сказать, полностью сделать определенный отчет, и творческий, и финансовый, любой. Вот мы не ставили задачу каждую там неделю, вот по какой-то капельке. Да ради бога, вот я имею в виду, вот пользуемся, смотрим, для этого мы как бы делаем и живем. Вот прямо вот и полная корзина. Это же не коммерция. Это не коммерция, это здесь ничего такого нет. Вот все мастера, я даже вам могу сказать, мы не получаем ничего, получают те организации, которые, так сказать, выполняли этот проект. Для меня тоже было открытие, что есть телевидение, и оно совершенно не дешевое. Эти съемки у нас длились там несколько дней. В графике государственного ансамбля найти эти 4-5 дней полностью с утра до вечера, но это тоже достаточно сложно. Артисты устают, ну и так далее. Монтаж, графика, все это связано с интернет-пространством, чтобы это было интересно, в то же время как доступно. Это требует тоже времени и вот этих вот ресурсов, которые совершенно там не дешевые. Но тем не менее искали, находили, и вот помощь федеральная, она действительно в финансовом отношении позволила нам вот такую красивую, достойную историю, мы думаем, так создать. Спасибо. По поводу целевой аудитории, у нас в Екатеринбурге ежегодно проходит конкурс «Шмабас». И мы в этом году были в составе членов жюри. И география была представлена, 64 коллектива приехало со всей России, начиная от крайнего севера до Евпатории и центральная часть России. И когда мы проводили мастер-классы, первым вопросом, мало того, мы ведем мастер-классы, они все, мы даем им это все записывать, пожалуйста. Они говорят, дайте нам эти диски, где это можно посмотреть. Мы заходим к вам на YouTube, там не все так понятно. Здесь за 1 час, 1,5 часа мастер-классов мы тоже не все можем взять. Поэтому, конечно же, это детские творческие самодеятельные коллективы. Очень много татар, регионов, где есть коллективы, даже не направленные на татарский танец, но они едут на этот конкурс с татарским танцем. То есть совершенно русский коллектив берет материал татарского танца и делает номера, чтобы выступить на этом, поучаствовать на этом конкурсе. И это просто так отрадно, так приятно, что наша работа, в принципе, кому-то нужна. Да, пожалуйста. Халил Шамиль, Татар-Информ. Вы сейчас высказали, что у вас цель как-то интернет-пространство войти. Да. Вы не боитесь потерять часть публики все-таки? Такое есть, и она теряется. Живую да. публику, которая могла прийти в зал, но она сядет перед компьютером и будет смотреть. Вы знаете, как о
то количество богатства, которое есть у государственного ансамбля песни и танца, все невозможно выложить в интернет. А мы же исторический коллектив, нам 85 лет, мы со своей историей. И поэтому я думаю, то, что уже как исторический коллектив, как национальный, единственный ансамбль песни и танцев в мире, да, с такой большой историей, с такими большими погонами, имеется в виду составом артистов, которые вышли с государственного ансамбля песни и танца, с нашими ветеранами, и то, что это все потерять мы не сможем, потому что вот это самое ценное, это когда ты со зрителем работаешь воочию, да, вот вместе. Эту энергетику еще никто не отменял. Это как учебное пособие для того, чтобы правильно выполнять татарские движения. Это канон, это Коран, это, я не знаю, Библия, это все что угодно. Это национальная хореография, чтобы ее не потерять. Только для этого. А на наших концертах, Аллах шүкір, бір қошанда проблема болмады, проблема жоқ деп ошанам. Өмір бойы залдарыбыз толы, аяғына бармайық, программа нендігіне көрсетмейік, залдарыбыз толы, шуңа көре ошанып қалам. Мына ең қадірлісі тамашашы белән бірге эшләүе, һәм инде тамашачының энергиясын күрсә, артист рәхәтләнеп, издерәп эшли. Менә съемка вакытында онлайн кебек булды. Залда бір кіші отырмай, битлері әзірек қатақ сүксен, соңға көре мында матур шыға. Еще вопросы, пожалуйста, давайте, Татарин. Добрый день, уважаемые спикеры. Лерия Шапудинова, Татарный форум. Вот Юрий Леонидович отметил, что 1,5 часа чистой записи как бы, да, представлен на YouTube-канале, в том числе и на сайте вашем. А сколько всего как бы мастер-классов, если про сухую статистику поговорить? Сколько мастер-классов и какая у них протяженность? Еще второй вопрос сразу задам. По поводу презентации. Обычно, если какой-то проект запускается, как-то презентуют его. Ждать ли какого-то концерта, который бы презентовал вот этот проект в Казани, в регионах? И сразу в третий тоже. Давайте. 1000 вот выпустили дисков, вы сказали. Как-то они будут куда-то направляться в Институт культуры, в Сейчас консерваторию и скажу. так далее? Да. Спасибо. Коллеги, если я что-то дополню. Значит, по поводу первый вопрос. Число мастер-классов. Число мастер-классов. В первом разделе вот ход и движение представлено 8 мастер-классов. Во втором разделе представлено 6 мастер-классов. В третьем разделе представлено 7 мастер-классов. Одни из них действительно есть буквально по 2 и по 3 минуты. А есть мастер-классы по 7, по 8 минут. Но вот если я не ошибаюсь, мастер-класс Равиля Габдрахманова идет на русском языке 15 минут. Есть и такой мастер-класс. Вот, мы не могли найти эту точку, когда можно разделить. Равиль Фатрахманович разошелся, и все. Вот, и он молодец. Такие. На самом деле, да. Почему бы и нет. Они по времени разные. Это первое. Второе, действительно, вы очень точно заметили, что обычно в рамках презентации есть концерт. Ну, как бы такая вот итоговая точка. Вы правильно все сказали. И вот сейчас, памятуя все-таки о такой сложной обстановке, мы не решились на это. Мы ограничились вот конференцией, мы ограничились нашими страницами, вот встречей с вами. Мы в любом случае об этом говорим, но отдельного концерта мы не стали посвящать. Я думаю, что... Наверное, может быть, это разумно сейчас. Я думаю, что каждый наш концерт – это и есть мастер-класс. Ну, по большому счету, наверное, да. И третий вопрос – 1000 дисков. Да, мы сейчас передаем это 1000 дисков. Нам почему-то кажется, что это правильнее. Есть федеральный национальный культурный центр татар. Автономия татар. Да, автономия татар, извините, да. И есть Всемирный конгресс татар. Они очень тесно связаны с регионами. Мы уверены, что они более точно знают, куда и кому они нужны. Мы эти диски просто безвозмездно передаем, и они, как наши партнеры, вот раздают туда, куда они нужны, необходимы. Мы пошли по примитивному методу, я тоже могу сказать, не потому, что мы такие, ну, как бы глупые. Понятно, что DVD-диск уходит в историю, это вообще вчерашний день, по-настоящему. И можно читать его на плеере, либо там вот на каком-то примитивном устройстве.
Наверное, надо было флешку выпускать, но памятуя о том, что есть страницы и есть YouTube-канал, этого достаточно. А вот есть такие точно районы, вам могу сказать, и их очень много в России, где вообще интернета нету. Вообще его нету. И когда он будет, мы с вами не знаем. Мы говорим, что он есть, но на самом деле его нету. Вот именно для таких регионов и мы отдали, вот для тех глубинок, где можно просто взять и без интернета посмотреть и подчеркнуть. Там, если быть совсем, так сказать, предельно точными, не вся информация размещена на DVD-диске. Там есть только мастер-классы. Вот эта вот богатейшая биография мастеров, конечно, она отсутствует. Слайды, только видеослайды присутствуют. Но они тоже там достаточно для того, чтобы окунуться, понять и как-то проникнуться всей этой историей. Да. Вот так. Спасибо. Рахмет. Микрофон. Мен сізге бір сұрау беремін, көңілде қалмасын үшін. Менің әлі өз ғұмырымда олай жақыннан тұрып бір бейшілер білен бірінші тапқыр сұрашуым. Міне біз малай шақта сабан тойларында, мұндай тойларда шондай бейшілерден де бұларға тырысалар, алар нәрсе сөйлесе екен деп, алар ете тұрғандар міне өзара. Беймей тұрған кісілер білен бір бейгенде ялғыз бейші 25 шақырым ара өткендегі хәлін бітіреді. Мен şu көңілде қалған, мына шының дұрыслығын білесім келемін сізден, шын бейшілерді. Айтыңыз әлі. Дұрыслық мұнда кім дұрыслық бар? Аны километрін кім есептеген енді. Міне менің айтасым келе қарағыз, міне спектакль көрсетілер 3 сағат ярым. 4 кіші ойнайлар. Сен 3 минут ішінде бүтін тарихны, бүтін өзін тілеген әйбірінні, хисінні, һәм инде музыкаға килеп, хәрәкәтләрен дұрыс ясап, 3 минут ішінде сілерге тир. Қай вақытны оркестр белән эшләгән вакытны, оркестр безнең Шакуричның кызатырган вакыты бар. Кызып китсә, бер 3 минутлык биюне син 2 минутта 200 километрда үтәсең. Аның ни белән, темпы белән. Кай вакытта настроениесе булмаса, 3 километрда әкренләп кенә җирисең. Ул оркестр белән. Ә инде фонограммада анда ул тирәләр булыр дип ышанмыйм, но 15 чакрымлар булыр. Итә, бигә инде. Эштән генә тормый ул кыш бит әле мен алмаса белән без күп җиргән. Равил абый да мин дә Лейсән белән дә ул заманасында. Әле алмаса белән тирән чигеп сәхнәсе чыгара. Шармачык дисә, кай барасың? Әйдә шармачык музыканы куйда, әйдә кайсыз шартым, акус, шарты, шаркузы малайк кызлар әйдәс. Настроениесе булмаса. Настроениесе булса, сине күтәрәт, анда просто чыгасы да юк инде. Уже успех тебе вот такой большой грандиозный. Анысы да бар, но һәрбер кешенең үзеннән тора, исендән. Сәхнә бит ул матурлыкны, дөреслекне ярата. Анда бит ялганлап булмый. Чыгасың икән җырлыйсың. Бөтен мен ансамбльдә әйтәм, бөтен кеше җырлый. Но ничек җырлыйлар? Бөтен кеше бии, но ничек итеп бийләр? Бөтен кеше уйный, но ничек итеп уйныйлар? Бөтен кеше техниканы эшли, трюкларны, но ничек итеп эшли? Менә шул төпләп барсаң, шул вакытта гына сәхнәдә ниндидер матурлык һәм инде шул хисләр, шул километрлар үзеннән үзе барлыкка чыга. Tamam bir сорау, Шәһри Казан. Сәмсез Дания Нәгыйм, Шәһри Казан. Менә татар биюне замана үзенең белән инде үзгәрешләрен кертәме костюмнарга, хәрәкәтләргә яки билгеле бер чорларда гына шулай калганмы дип сорыйсым килә. Һәм икенче сорау, бию хәрәкәтләрен тамашачы мәгънәсен аңларга тиешме? Аның өчен инде дә булса әзерлек кирәкме аңлау өчен? Рәхмәт. Иң беренче сорауга әйтегез әле менә мин укыткан вакытны институтта шундый сорау бирәдем студентларга. Менә бу замандагы фольклор, беләсезме ул? Менә бу 21 гасырның фольклоры бармы? Без бит 19-нчы фольклор белән, гасырдагы фольклор белән яшибез. 19-нчы, 20-нчы, 21-нчы гасырда менә бу стилизация дибез.
стилизация, современная хореография дейбіз. Қоян келген ол современная хореография. Джаз, да модерн, ол бит қояндар келген, ол бізге кірген стилизация дейбіз. Міне 50 жылдан соң ол стилизация нәсе болар екен, ол да фольклор болып қалады. Стилизациясыз болмайды. Біз бит білмейбіз 37 жылда нешейті біздің әбилер бейген, бабайлар. Бейген мәлі ол вақытта. Міне Фази Гаскаровтың бұрынғы қыздар бейі бар, 6 қыз бейі. Міне өйтіп жерлер. Қолларын көрсетіп, не үшін көрсетілер алар? Міне мұнда ілік бетінде ислам бойынша оқыты қызлар ойырым, ерлер ойырым. Но татар қатынлары, өзіңіз білесіз, матуритіп затлы, мен ауылла тұрында айтмайм, мен шәһәр тұрында айтам. Бай қатынлары бір-бірсіне қонаққа барғандар. 6 шар самавар чайшылар, аяқына мұнда көтеріп, бікләп не үшін? Анында не бар бет? Чтобы как в желудок половину сократить. Это так оно и было по истории. И что они показывают? Они все татар хатыны бит ул гомерге узун битенә берсе хасидәсендә нинди генә украшениялар юк. Монда 1 кило чулпы, монда беләзек, монда алка дисем. Әле монда алтын, монда бармактан ни хәтле ни. И бер-берсен өчен мин аны бер онытмыйм. Үзбәкстан юк. Баку, Азербайджанда хаты кыздар ничек дип сәнәшәләр. Потому что показывают, что у них есть на руке. Татар хатынары да тоже в свое время показывали, какие они богатые. Платочек какой, ефәк, нинди читеклер. Бір-бірсінің алдынан көрсетіп. Шуңа көре, вот, наверное, первый вопрос как-то так отвечу. Можно я дополню еще к этому вопросу? Однозначно, конечно же, сегодняшняя хореография, она другая. Она уже идет в темпе ритма прогресса, который идет статистически на уровне творческих коллективов. Что должно быть? Во-первых, красота костюма. Во-вторых, это техника исполнения. То есть мы уже не просто ползаем по сцене, какие танцы у нас в начале были и какие они зажигательные сейчас. Это и массовость, присутствие массовости. И, конечно же, сравнивая даже 10 лет, то есть мы не берем ни 20, ни 60 лет назад, даже если мы посмотрим танцы 10-летней давности, они уже сегодня, ну, да, это наша история, но уже мы можем ее книгу старую прочитать, но все равно нам интересен уже бестселлер сегодняшнего дня. Вот, наверное, таким образом мы должны сегодня, даже выступая на конкурсах всевозможных, при этом сохранить, не потерять, но и сделать ее более, то есть картинку танцевальную сделать более яркой, более техничной и более красивой, наверное. Это наша задача тоже, чтобы татар милли биюләре алга барсын, төптә калмасын, чтобы мы были интересны всегда и всем. Икенче сорау бию хәрәкәтенең мәгънәсен аңлау өчен белгеч булырга кирәкме? Кая өйрәнергәме? Шуңа күрә менә бу мастер-классларны ясадык без. Ул әйтәм профессионаллар өчен түгел. Ләкин анда да булырга мөмкин. Ул менә гади кеше өчен. Менә сез хәзер ачасыз. Без аны аңлатабыз сезнең өчен. Һич белми торган кеше өчен. Һәм инде шунда һәрбер хәрәкәтнең исеме бар. Хөрмәтле коллегалар, бүтән сорауларыгыз булмаса, без әлеге матбугат конференциясын тәмамлыйк. Всем большое спасибо. Алмаз абыйның сорауы калган гафу. Анда сорау булмаса, Алмаз абый булмый. Әйдә, сүз сиңа. Микрофонга алайса ишетмиләр. Туры эфирдә барабыз ич. Ярар. Тауыш көчле әйтүем. Минем дуслар утыра, син сүз бирмисең миңа. Мин хәтта менә Рауил, миңа менде алданрак килгән истәлекләр белән сөйләшеп утырдык. Мин хәтле концертлар куелган безнең бергә. Мин хәтле аның биюләренә сокланган кешеләрбез. Гомумән аның аркылы ансамбльгә тагын да якынрак килгән кешебез. Аңа хәтле дә беләдер инде Рауилның биеп биргәннәрен.
ансамбль benim için en zor güç bergen, dert bergen bir uyuşma ol. Niçin? Mine ben oylayayım miras programması bik ehemmiyetli, bik de gerek, bik de orunlu, küpten keregi boşun işlerge. Niçin? Mine bala, tuğa, en birinci senen al ni memmem, ni enni, ni bir nesile çili bilmeyi. Seni ana ennegidirgin neyim deyip tıpırsına başlıyor. Kire. Şunda o kire balağa Tatarlık kire, Müslümanlık kire, millet kire, evet, jırı kire, biyo kire, bütün ritim, bütün şunda kire. Mıgayım da yani şolay kilegendir. En birinci beni biyo arkalı mına şunday tat medyaya kilip bileken kişi niçin? Çünkü biyo ol barlık janrlarını da öz içine ala. Manda ustalık gerek, manda takırlık gerek, şolay jitizlikte baş taşlarga tiyiş, ayakkına tögel, baş işlerge tiyiş biyude. Baş, en birinci baş işli ayak, ikinci şu ayak bir güçlü işlemegenge göre anı pensiyaga alarını oldan çıkararlar. Bilesiz mi? Ne püstek diyorlar. Şuna göre söylesen көп, lakin mene onu oturam, şokatıp oturam, şu şimdi şahslar var. Bile, Leysen de bile, Hayrat da bile, Равиль да бля. Юрий тоже знает меня давно уже, мы с ним уже давно знакомы, поэтому я могу много рассказывать об этом. Конечно, я лауреат художественной самодеятельности вуза. Когда в сельхозинституте учился, я в Горьком лауреатом был. Танец трех друзей танцевали. Куперде. В каком году? Куперде. Мы три друга танцевали куперде. В каком году? В каком году? 66 год. Когда вы еще не родились. Егер сіз бізге бұл бүйіні көрсетірсіз, біз онлайнда тамамлайық, бұлай оралашыны девам еттірек. Біз бет онлайн форматта барабыз, шуңа көре біздің вақыт қызғаны шеклі. Біз сізге бек рахмәтлі мындай хатирелер. Ну, мен білсеңіз енді, что мен жеткен. Оңнадық, все. Но менің бек зор программаларда бар еді. Бию ансамбліне ішленген программада бар еді. Аны мен Қазан, ол нешік келіп білеккен Қазан бию ансамбліне, анысы енді башқа нәрсе. Ләкин бұл язылған нәрсе бар еді, сценарийсы бар еді, ол 1000 yıllıkқа язылған еді. Мен аны гос ансамбльге берге құдыреттім жетмеді, чөнки шул хәтле зур үйішма, менің пуштак bu әйберем белән шөгыльләнмәсләр дип, мен Кремль сарайы, то есть Кремль стенасы кырыенда эшләргә дигән программа иде ул. Аны Алтынбаевлар приняли иншалла. Алмаса бит, bu сиңа ошамаган. Жыркан бий ансамбль ишекләре бөтен кешегә ачык. Ачык. Ну бит әле ул вакытта сез әле бит сез бәләкәй түгел. Завершим. Анда башка шефлар иде. И особенно эта программа дошла действительно до своей целевой аудитории. Я надеюсь, мы еще встретимся. Всем хорошего, удачного дня. Спасибо. До свидания.